Центральной Азии широко распространено явление семейного правления. Дети некоторых глав государств занимают высокие должности. Так, например, у главы Азербайджана Ильхама Алиева 3 детей. Единственный сын Гейдар пошел служить осенью прошлого года. По официальным данным и согласно интервью дочери Лейла и Арзу, занимаются общественной деятельностью. Однако ряд СМИ указывает, что у них есть доли в различных предприятиях Азербайджана, которые оцениваются в миллионы долларов. Что касается супруги президента, она является первым вице-президентом Республики Азербайджан. Решение назначить меня на пост первого вице-президента страны было личной инициативой президента Азербайджана. Конечно, наверное, сыграла роль то, что на протяжении уже долгих лет я являюсь не только супругой, но могу сказать, что и соратником. У бессменного лидера нации Туркменистана Гурбангулы Бердумухамедова 3 дочери и сын. Страной он начал управлять после смерти отца с 2006 года. Известно, что практически все родственники президента занимают высокие должности в стране. Также стоит отметить, что за последний год общественно-политическая активность сына президента Сердара Бердумухамедова заметно возросла. Его личности уделяется больше внимания в политической жизни страны. Вместе с тем все чаще высказываются предположения о том, что он готовится к роли политического преемника своего отца. Возникает вопрос преемника власти. И это другой аспект, почему очень часто прибегают к своим детям у нас в президенты, потому что хотят обеспечить себе безоблачное, яркое, стабильное продолжение своего же курса правления, своих дел. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой Зиратхон Хашимовой воспитывает 3 детей. Про старшую дочь Саиду известно мало, как и про ее мужа. Вторая дочь Шахноза – заместитель главного управления Министерства дошкольного образования, а ее муж – заместитель главы охраны президента. Единственный сын президента Алишер – школьник. Семья является самым светлым для каждого человека. Я уделяю очень много внимания воспитанию своих детей, даю советы детям и внукам. Знаю их характер и мечты. Если моя семья и мой народ будут счастливы, я тоже буду счастлив. Один из важных элементов политики в нашем регионе – дети президентов. У каждого президента постсоветских стран есть дети. В одних случаях дети глав государств живут в тени, в других активно участвуют в жизни страны и занимают очень высокие посты. Когда появляется семейное правление, когда члены одной семьи отвечают за большие сферы в политике и управлении государством, то, конечно, это приводит к тому, что перестает существовать какой-то механизм ответственности, подотчетности, транспарентности, да, в управлении государством. А это уже совершенно очевидно открывает дверь к коррупции. Устойчивое выражение «семейное правление», к сожалению, укоренилось в странах постсовета как стандартное явление политики. Это касательно и демократизации, и обеспечения верховенства права закона. Кыргызстан тоже испытал последствия семейного правления во времена Акаева и Бакиева. История показала, к чему могут привести подобные реформы правления в Кыргызстане.